Здравствуйте, Владыка. Благословите. Здравствуйте и всем Божие благословение. В этом году, в августе, мы отмечаем столетие Республики Коми. Такая официальная дата. Какое она имеет значение для верующего человека? Каждый человек живет другой раз определенными датами. Кроме того, что у нас есть Господние даты праздников Господних, мы еще отмечаем свои даты, общественные даты. Они для нас бывают малозначительные, более значительные. Но вот такая круглая дата, как столетие, я думаю, очень даже всех волнует. То есть мы живем тоже, если в силе и до 100 лет бывает, и каждый желает этой даты прожить столетие. Ну, в общем, такое 100 лет каждому хочется прожить, наверное. Но и республика показала нам пример, как общественное такое направление, и общество бывает со своими датами. Так что дата эта прекрасная, она не пустое число, за ним огромное развитие республики. Одно то, что в Сыктывкаре было до 5000 человек, когда это был Сысольск, а теперь 280 примерно по некоторым подсчетам. Поэтому республика с огромными достижениями подошла к своему столетию. Мгм. Ну, за эти 100 лет, Владыка, пережили мы и духовный упадок большой. Вот как раз 30-е годы. Да, к Ну сожалению. и подъем. И подъем. Да, К вот. сожалению, мы плохое это не должны помнить, и это и не полезно только о плохом говорить. Да, пережили революцию, пережили гонения, 1937 год, особенно массовые расстрелы, это понятно. Но здесь выросла у нас ЛПК в свое время, да, одно из лучших 4 в мире бумажных производств в мире, да, это тоже наша радость, свои заводы электрические, фабрики, скажем. И, конечно, контингент людской. Это вузы. Наша республика славится высоким уровнем образования, действительно учреждения. Одно только вот сказать и похвалить СГУ наше, а другое еще университет технический в Ухте, другие вузы и организации нашей республики. Очень большой профессорский состав, интересных людей много, ученых много. Поэтому я горжусь своей республикой. Владыка, вот многие сейчас уезжают. Такая тенденция появилась уже не только среди пожилых людей, а среди молодых. А вы в свое время приехали в республику и вот полюбили ее так, и стали действительно уже родным человеком для нашей земли. Вот что бы вы сказали для тех, кто еще пока сомневается, ехать куда-то в другие края или здесь остаться? Ну, я более 30 лет, без одного года, даже 40 лет, как в республику приехал. И, конечно, Господь, может быть, призывает кого-то уехать из республики. Это тоже передвижение бывает по Божию призванию. Но нормальным является все-таки массовое оседание. Это самобытность, это усидчивость, да, это наследственность. И вот как приятно смотреть, когда люди призваны к профессии определенной, и у них династия. Династические они, то ли там, скажем, электрики, то ли столевары, то ли швеи, да, то ли сапожники, то ли ученые. Вот это очень важно, гордиться по вот этому предназначению. И тогда человек, когда он не прыгает выше этого, как ему кажется, на самом деле это самое есть дорогое, что предназначено для человека, вроде его, да, в таланте этого рода родословной. Вот. Поэтому я думаю, что не надо массово уезжать. Север прекрасный для жизни, уголок нашей Родины. И на месте, как говорится, камень обрастает, добиваться хороших результатов на месте надо. Да. Вот такую очень важную мысль подняли о преемственности, что человек, он во всем должен иметь преемственность. И даже Христос, как Евангелие повествует, он не просто на пустом месте пришел, тоже через много поколений. Святость, она тоже имеет свою преемственность. Хотелось бы спросить, а как вам видится в этом смысле будущее республики? Вот что мы можем теперь в 21 веке сказать для России, для мира, вот наша земля?
Ну, даст Бог, у нас с помощью нефти, газа, прома будет высокий уровень жизни, найдутся общие точки соприкосновения, ходатайства нашего Госсовета, скажем, и исполнительной власти, что хочется, конечно, чтобы повысился уровень жизни, но мы замечаем, когда повышается уровень жизни, и с другой стороны повышается расхлябанность и ленность. Вот чтобы не было вот этой части прогресса, то есть регресса такого в сторону обнищания духовного, безобразного поведения, чтобы не было в ленности погрязшего нашего общества. Вот за это тоже надо переживать, что к тому, что получить благо, надо еще им научиться пользоваться. И поэтому, конечно, желаем нашей республике развития и благосостояния, вот, изобилия плодов земных, как говорится в церковной молитве. Но все ж таки иметь такое настроение с этим доходом, да, и благосостоянием, чтобы, как говорится в молитве, и помогать требующим. Вообще цель человека должна не сама по себе вот это богатство, а цель и предназначение кому-то. Вот человек не должен ведь так жить, что он получил и все растратил. А я все растратил. А почему ты это сделал? А почему вот разумный человек, пришедший в церковь, у него есть свечка? На эту свечку есть деньги. А почему он пришел в гости, у него есть на подарок? А почему он, оказавшимся в беде, может помочь? Каждый человек должен знать, что все заработанные средства – это не все твои средства. Это и десятина на Бога, в том числе на социальное служение. Да? Людям должно быть вот это понятие. И тогда у человека всегда будет на все хватать. Владыка, а вот что бы вы сказали про особенность нашего народа в плане веры? Ведь вы бывали в разных епархиях, и в соседних, и в далеких, и за границами. Везде ведь вера имеет свои особенности. Тут так молятся, тут так трудятся. А вот, как вам кажется, наши люди, живущие на коме земле, вот они в плане веры, чем? Вы знаете, вот хочется сказать в общем, что я ездил ведь и за границей несколько раз, и таких молящихся лиц, как в наших храмах, в православных храмах, я нигде не видел. Я заходил в протестантские храмы, я заходил в мечети, да, я видел, как люди молятся. Но таких молящихся, как в России, в общем, нету. И в частности, вот в Коме. Здесь очень искренние люди, очень добрые и очень немножечко не раскрытые поначалу, очень долго раскрываются, но если уже полюбят, то на всю жизнь, как говорится. И вот эти люди у нас на севере, они обладают вот этой добротой и искренностью в молитве. И мне это очень нравится, что люди здесь добрые, искренние. Тому, скажем, пример, что всем высыльным они помогали. Вот просто помогали. Хотя это прекрасные охотники, стрелки. Они бы могли разобраться с пришельцами, да, в своих лесах и болотах. Они подавали и последнюю кружечку молока, и последнюю картошечку поделят. То есть это люди очень добрые, коми-ань, да, мы вот как называем. Это действительно добрая коми-женщина. К ней обращаются, она помогает, она еще и вдохновляет своего мужа на более большой подвиг труда, да, чтобы помощь оказывать все-таки тем, которые тут оказались. Вот такие люди, прекрасные, белые люди, надо сказать, потому что у них и цвет кожи белый. Для моей мамы это очень понравилось, когда она сюда переехала. Она здесь похоронена, коми земля для меня, поэтому родная, что и родная мама здесь похоронена. Так что люди очень умные. И здесь и не только коми, а вот и немцы, я удивляюсь, когда им дают образование, по 3 образования заканчивают. Я близко знаком, я же в юртах этих, в чумах был. И вы знаете, очень талантливые. Даже вот эти северные народы, и северные русские, они здесь на севере тоже другие, чем в средней полосе, в южной полосе. Мне нравится соразмерность, мне нравится степенность, мне нравится, что в общественном транспорте нету криков, да, взбудораженности, лишних эмоций. Мне нравятся тихие напевы, коми-песен, да. Мне нравится рассудительность этих людей. И нравится, что эти люди сильные. Вот тому подтверждение
вот оленей отряд на финском фронте, да, когда наши солдатики, коми-солдатики, они шли на санях, в оленях упряжках. Это здорово. И сейчас, когда Чеченская война была, тоже наших коми-ребят посылали туда. И на них даже обиды от чеченцев не было. Значит, я не встречал озлобленности против наших северных людей. Ну да, миролюбивые. Часто приходилось это слышать, правда, Владыка. Спасибо за эти добрые слова. Владыка, а вот многие люди сейчас ропщут от того, что не хватает средств на жизнь и недовольны, что, скажем, когда видят позолоченные купола и вот говорят, да нужна ли эта арка, нужны ли эти ворота с позолоченными крышами. Вот не лучше были эти деньги бедным раздать. Что вот можно на этот счет ответить? Я хотел бы сказать о жизни Христа Спасителя, что Он не выступал против Иерусалимского храма, его строений как таковых. Другое дело, что Он предсказал разрушение, так это другое дело, что этот храм его не принял. А всякий, даже и человек, и тело его будет разрушено и подлежит смерти за то, что не принимают Бога в свое сердце, в свой храм одушевленный. А вот обратите внимание на всю жизнь Господа нашего Иисуса Христа. В храм ходил? Ходил. В храм носил, что положено, носил с мамой вместе. На храм налоговой полиции храмовой тогда сажали в тюрьму, если не платили люди на храм. Христос подтвердил? Подтвердил. Задали, значит, забросили удочку и за себя, и за апостола Петра вот эту подать на полицию храмовую было вручено, дабы не было скандала никакого, ссоры не было. Потом, самое главное, посмотрите, за всю жизнь Христос нигде не хаял ни под каким видом священником. Он же прекрасно видел, что тут много священников. Он не говорил, какие у вас повозки, ослы, кони, как вы живете, священнослужители. Были очень ж богатые священники некоторые, первосвященники. Он за лицемерие, да, а за их быт и за то, что они едят, как они живут. Никогда Христос священников храмовых не осуждал. Они вот работяжки там работали, бросали эти тела, сжигали, чистили. На утро идеальная чистота в храме Иерусалимской была. То есть у Христа никакой претензии к священникам не было. Как сейчас вот требуют, что продай свою машину, купи вот эти золотые пластинки на входные ворота строящиеся от владыка Петерим. Я говорю, слушайте, так кто работает на храм или кто вообще работает, у него есть и на себя, и на жену, и на детей, и на то, чтобы конфетку купить. А кто вот не работает Господу, у того и на остальное все никаких средств никогда жизни не хватает. Он дойдет, так говорится, до ручки. Против духовенства Христос никогда не выступал, не критиковал и показал нам этим самым пример. Поэтому попробуйте вот сейчас в любой религии, да, исламской, там, пофамильно вы находите, да, вот этих людей, или в других, в общем, религии, да, не будем за ислам. Вот. Так вас к стенке поставят за это определенные адепты этих религиозных образований. А вот то, что наша церковь в этом плане безоружная, так сказать, и безответная, вот и пользуется через СМИ сюда. Но я повторяю, апеллирую, идите на пример Христа Спасителя, который ни под каким видом и намеком не осуждал духовенство. Вот это очень важный аргумент. Надо всегда помнить, что духовенство, храмостроение, оно установлено Богом. Это единственная профессия, к ней прибавляется только профессия врачей, которая непосредственно Богом установлены, Богом хранимы. Господь сам наказывает своих служителей. Ни в коем случае нельзя осуждать Божие дело, которое делалось бы или в лице священника, или в лице храмостроения. Потому что храмы – это Божие дело. И храмы Господь строил даже лично, бывали такие, предания есть, что Господь лично сосуды какие-то давал для храма, они появлялись там в храме нерукотворно. И сейчас продолжаются вот находки нерукотворных
храмовых принадлежностей, да? Ну, во-первых, у нас нерукотворный образ Спасителя есть, да? Вот, на полотенце и так далее. Нерукотворных много вещей при наших храмах. То же самое мира собираем, раздаем людям вот это божественное масло и так далее. Чудес очень много. Господь участвует в храмостроении, и Господь ведет своих слуг и говорит: не прикасайтесь к помазанным моим. Поэтому надо всегда рот на замок сделать, когда речь идет о священнослужителе. Понятно, владыка. Благодарим. Спасибо, Господи. Вот. И скажите еще, пожалуйста, в завершение, как епархия готовится к юбилею республики, как она отмечает, что она делает? А главным это завершение строительства Владимирского храма. В день крещения Руси, это 28 июля, день Владимира, равноапостольного крестителя нашей Руси. И арка. Это золотые ворота, главные ворота в западной стене или ограде нашего кафедрального собора. И вот этот главный вход, он прямо будет ознаменован этой надписью «Столетию Республики Коми». Вот мы готовимся. Там будет праздничный концерт в актовом зале под звонницей, в других учреждениях по местам дислокации наших приходов и молитвенных домов по всей республике. Ну, нашей епархии, скажем, привычка, у меня 20 лет руководил и Воркутой. Так что дай Бог, чтобы в это судьбоносное трудное время мы нашли в себе силы и отпраздновать столетие нашей республики. Хорошо, владыка. Благодарим вас за добрую беседу. Божие вам всем благословение. Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие слушатели. В этом году, в августе, как известно, Республика Коми отмечает свой 100-летний юбилей. И много к этому приурочено событий, приготовлений, праздничных мероприятий. И хочется, конечно, первым делом признать те великие заслуги во многих сферах жизни, которые связаны с этим 100-летним периодом. Это труд, огромный труд по освоению природных богатств, а все-таки возделывать и хранить землю – это заповедно Богом. И действительно люди много потрудились. Это и культура, над которой тоже люди много поработали, наука, искусство, духовная жизнь, социальная сфера, образование, здравоохранение, воинское дело, много славных своих сынов, крепких, сильных и мужественных республика отправила на фронт, и их подвигом, их жизнью в том числе создана та победа, та свобода, в которой мы сегодня с вами живем. Поэтому большая благодарность и поклон всем, кто потрудился и жил, и старался, и верил в добро, и старался поступать по совести в это время. И вместе с тем хотелось бы обратить внимание, не забывать на то, что 1921 год – это дата, когда республика, ну так сказать, условно, в административном отношении была выделена в автономную область, которая потом была названа республикой. Что ее присоединение к России совершилось намного раньше и совсем по другим обстоятельствам. Совершилось оно более 6 веков назад трудами святителя равноапостольного Стефана Пермского. Потому что Коми народ тогда был совсем другой по отношению к русскому. У него язык другой, культура другая. И самое главное, у него была вера другая. Это был языческий народ. То есть народ, который не поклонялся единому Богу и который совершал свое служение различным духам, принося им жертвы, обращаясь к ним за помощью и так далее. И Стефан Пермский положил свою жизнь на то, чтобы прийти сюда в Коми земли, чтобы
разработать письменность для коми языка, который тогда не имел письменности, чтобы просветить его светом веры Христовой. И, надо сказать, это ему во многом удалось. Были созданы храмы, монастыри, обучалась молодежь, вообще население основам веры. Были у него преемники, последователи, это святители Герасим, Петерим и Иона, которые также привели к вере Христовой и Великую Пермь, то есть Пермский край. Вот. И множество было благочестивых христиан в эти века, что особенно показал 20 век. Как говорил преподобный Максим Исповедник, страдания выявляют святость. Святость была всегда, но гонения, которые начались в советское время и достигли своего апогея в 30-е годы, в пресловутый 37-й год, они выявили, как много было святости. Множество простых мирян, священников, монахов, они стали новомучениками и исповедниками за имя Христово. 40 имен мы имеем сегодня прославленных в соборе Коми Святых, который отмечается 11 февраля. Прошу вас не забывать об этой дате. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны с вами, признавая великие победы и достижения, но мы должны признать и глубочайшую ошибку вот этого минувшего века, которая заключалась в богоборчестве, то есть в сознательном отвержении веры. То есть это касалось не только личного выбора того или иного человека, когда каждый человек, так сказать, молится или не молится, верит или не верит, а это было связано именно с сознательной борьбой с Богом. В том числе и на уровне государства, это тоже надо признать. Это разрушение святынь, это и те самые расстрелы христиан, это и целенаправленная пропаганда безбожия в образовательной среде. И что мы имеем сегодня с вами? Мы имеем сегодня, конечно, многие здоровые силы, определенный оптимизм, который есть в обществе, и хочется его всячески приветствовать и видеть в нем залог здорового будущего. Но если вы посмотрите объективные данные, статистику, в частности, на этой страничке ВКонтакте есть ссылка на сайт, и там размещено несколько статей, мы с коллегами проводили такой анализ, то мы видим, что северные регионы, многие северные регионы России, Республика Коми в том числе, они являются лидерами по экономическим показателям. По таким показателям, как ВРП на душу населения, средние доходы населения, объем инвестиций. То есть они находятся где-то иногда в первой десятке даже, иногда в первой двадцатке регионов России. То есть в материальном отношении они очень хорошо, неплохо развиваются. И это сегодня даже обозначено в стратегии в целом России и Республики Коми. Потому что главный показатель для нас это ВРП. Но в этом-то и заключается величайшая ошибка. Потому что Христос говорит, что не хлебом единым жив будет человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божьих. Потому что не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржавчина истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Собирайте себе сокровища на небе, где моль и ржавчина не истребляют, и воры не подкапывают и не крадут. Ибо где ваше сокровище, там будет и сердце ваше. Если вы будете искать Царство Божие, говорит Спаситель, тот самый Спаситель, о котором рассказал Коми народу Стефан Пермский, если вы будете, говорит он, искать Царство Божие и правды Его, то это все приложится вам. То есть экономическое не должно быть целью, оно должно быть второстепенным. Оно является приложением, производным от духовного. Поэтому мы выступали неоднократно и в статьях, и в проповедях, и в докладах, и в личных беседах за то, чтобы наша республика, она повернулась в этом смысле, чтобы она, говорят церковным языком, покаялась, то есть признала ошибки прошлого и повернулась к Богу. Понятно, что это не совсем дело государства. Государство не должно вмешиваться в духовно-нравственную сферу. Не должно. Потому что духовно-нравственная сфера – это сфера свободы. Каждый человек решает сам. И когда государство туда излишне вмешивается, получается даже хуже, чем было бы без этого. Но оно должно ограничивать зло. И должно содействовать добру.
есть оно не должно решать за людей, но ограничивать зло и содействовать добру оно должно. В целом это выполняется, да, это надо признать, какие-то моменты можно отрегулировать. Но вот один, пожалуй, самый серьезный момент, в котором думается нам, вот, от лица церкви, я тут в данный момент говорю, потому что эта точка зрения изложена, и в том числе и в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Она строится на Библии, о том, что сегодня убиваются дети, совершаются аборты. И это делается с разрешения государств, то есть на основе закона, и на это выделяются деньги. Вот такой вроде бы, может, в масштабах всего бюджета не самый великий грех, не самый заметный, но с точки зрения нравственности это чудовищно. Это чудовищно. Когда человеческая жизнь объявляется вне закона, и когда поощряется где-то убийство, ну и параллельно развиваются разные такие виды, как суррогатное материнство, экстракорпоральное оплодотворение, в отношении которого церковь тоже имеет очень такую, так сказать, неблагожелательную позицию в целом, и так далее, то, конечно, мы не можем всерьез говорить о духовно-нравственном преображении. Поэтому хотелось бы пожелать вот всем, кто услышит лично, и власть имущим, хотелось бы пожелать именно, чтобы целью нашего народа, целью нашей республики, как и страны, разумеется, в целом, было именно духовно-нравственное преображение народа, чтобы показатели устойчивости семьи, вот, отношение к труду, речь идет о безработице, вот, соотношение в доходах между бедными и богатыми, уровень преступности и так далее. То есть те показатели, которые вот косвенно характеризуют такую вот внутреннюю нравственную жизнь народа, чтобы они были в фокусе внимания на первом месте. Чтобы во всех своих действиях органы власти и каждый человек, они руководствовались именно этой целью. Спасение души человека при умножении любви в обществе, и в семье, и везде, и повсюду. Вот. Как заповедует Христос, что как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Эта заповедь, она, конечно, относится к телу Христову, к церкви, но свет Христов просвещает всех, и поэтому никто не запрещает обществу, вот, даже если оно еще не стало, так сказать, отождествлять себя церковью, но никто не запрещает стремиться вот к тем благородным идеалам, которые Господь нам заповедует. И об этом говорил святой Стефан I, несколько строчек из его послания. Это учительное послание к князю Дмитрию Яновичу, победившему безбожного царя Ордынского. Вот оно небольшое, 2 странички, я вам советую его найти, прочитать, но несколько строчек. Послушайте, семя духовное, чадо церкви. От чрева материнского вы притекли к вере. В самой колыбели слышали слово жизни вечной. С млеком плотским питались евангельским учением от сосцов Святой Церкви. Воспитанники чистоты, ученики целомудрия, победители естества, искатели царствия. Восходите, чадо, из степени в степень, от разума в разум, от силы в силу, как апостолы, совершая доброе пожелание, волю Господню. Внимайте, ибо учу вас, разумных, здравому деланию, доколе не достигнете высоты совершенства. Не тот премудр, кто много жил, и не старцы только знают суд. Очищать себя – вот премудрость. Удаляться от зла – вот хитрость. Начало премудрости – страх Господень. И вот дальше как раз святитель Стефан говорит о приоритетах между материальным и духовным. Не губите духовного ради плотского, меняя золото на глину. Горе и ущерб великий тому, кто, имея ум здравый, слово правое и тело чистое во святыне, болит в душе любоначалие, то есть властолюбие. Это очень тесно связано с ребролюбием, властолюбием. Он ввергается в глубину бедствий, полагает основание на песке и, доведя свое здание до половины, оставляет его незаконченным.
Да не затворяйте милости людям, ибо хвалится милость во всяком суде. Написано: и во гневе не забывай милость свою. Ну, то есть святой Стефан, он призывает вот богатых, власть имущих, призывает снисходить к бедным, к простым, заниматься делами милосердия, не злоупотреблять властью. Потому что Господь Христос распятый, Он показал, что такое власть на самом деле, что настоящая власть – это власть любви, это власть служения. Кто хочет быть первым, да будет всем слугой. Это слово ко всем власть имущим. Если тебе ведомо будет Божие, то ты в свете Божьем, свет миру, око вселенной. Чистотой ума своего, видя свет, ты будешь направлять и подвластных ко свету. Ну, повторюсь, что это касается не только высокопоставленных людей, но и каждый, скажем, даже в пределах своей семьи, обладает той или иной степенью власти. И педагог властвует над учениками, и врач над пациентами в какой-то степени. Поэтому, если каждый будет служить другим, то все встанет на свои места. А над всеми будет властвовать Господь. И еще, дорогие друзья, я хочу вам зачитать одну страничку из Библии. Это книга Левит, 26 глава. Эта книга наполнена, эта глава наполнена великими благословениями и великими проклятиями. А в конце ее дается надежда. Это изрекает Господь Бог сынам Израилю после того, как Он дал свой завет на горе Синай. И поэтому мы, христиане, как новый Израиль, как продолжение того завета с Богом, как новый завет, как носители нового завета с Богом, мы должны эти слова принять во внимание. Потому что много мы бедствий видели, и голода, и страданий, и смерти, и природных катаклизмов, и техногенных катастроф, к сожалению, за это столетие. И я хочу, чтобы вы вслушались в эти слова и задумались над ними. Не делайте себе кумиров, и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться перед ними, ибо я Господь Бог ваш. Вот первые же строчки уже нам говорят о недопустимости суеверий. К сожалению, наш народ страдает этим двоеверием, то есть служением вроде бы Богу и одновременно различными талисманами, амулетами, языческими обычаями, приметами, гаданиями и так далее. Господь строго это запрещает. Субботы мои соблюдайте и святилище мое чтите, я Господь. Тут речь идет о богослужении, о посещении храма, о том, что недостаточно только лишь личной молитвы, что мы должны быть членами церкви, там совершать общественное богослужение. Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами от меча. 5 из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, то есть 10 000. И падут враги ваши перед вами от меча. Призрю, то есть посмотрю на вас и благословлю вас. И плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. То есть такой будет избыток пищи и всего, что даже будет оставаться до следующего года, и даже выбрасывать придется. Такой будет изобилие. И поставлю жилище мое среди вас, речь идет о храме, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом,
а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы, ну, в переносном смысле мы сейчас понимаем, да, из земли греха, из земли идолослужения, чтобы вы не были там рабами, чтобы не были рабами греху. И сокрушил узы ярма вашего и повел вас с поднятую головой. Вот. Здесь, конечно, мы должны понимать это и буквально, и переносно. То есть Господь действительно дает нам благословение, если мы слушаемся Его заповеди, Его уставы соблюдаем. Это и ветхозаветные заповеди. В первую очередь, конечно, это заповеди Христовы. Заповеди о смирении, о терпении, о благодарности, о кротости, о любви, о вере. О том, что единого Бога своего возлюби всей душой, всем сердцем, и Ему одному служи. И вот Господь говорит, повел вас с поднятой головой. Это вот духовное состояние человека, который радуется, который прославляет Бога, который вот мужественно побеждает все неизбежные трудности жизни, который вот торжествует вера, которого как бы распрямляет изнутри. Вот о чем идет речь. Ну, слушайте дальше. Если же, говорит Господь, не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, если презрите, ну то есть отвернетесь, если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа. И будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лице мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши. И побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, то я всемиро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю как железо, и землю вашу как медь, то есть бесплодный. И напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли вашей не дадут плодов своих. Страшные, да, угрозы такие, проклятия, но человек настолько бывает упорен в своем грехе, что он даже видя это все, как, к сожалению, и бывает и в нашей истории, он продолжает упорствовать и продолжает обращаться не к истинному Богу с покаянием, а к своим ложным богам, кумирам. Что же тогда дальше говорит Господь? Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемиро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Тут опять под зверями понимаем буквальную потерю детей, к сожалению, это тоже происходит, тонут дети, гибнут и болеют, но это и бесы, демоны, которые нападают на людей и лишают их всех духовных добродетелей сил. Если и после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас. И поражу вас всемиро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, ну то есть эпидемию, не напоминает ничего. И преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи, и будут отдавать хлеб ваш весом, и вы будете есть и не будете сыты. Вот сегодня мы наблюдаем, да, изобилие материальное и ропот при этом, что бедно живем, не хватает нам и так далее. Множество вакантных рабочих мест и куча безработных, которые ищут все способы, чтобы не работать, получать пособие. Не всех это касается, пожалуйста, не осуждайте за эти слова,
Но бедность – это духовная проблема, не экономическая. Безработица и бедность. Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас. И накажу вас всеми за грехи ваши. И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши. Ну, то есть вот эти кумирни, капища языческие. И поверну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустынью, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Кстати, вот эту картину часто приходится видеть на наших дорогах. Опустелые села некогда и города, когда-то величественно застроенные, с таким комсомольским, атеистическим задором, вот, действительно опустошенные. И нет там жертвы, то есть не приносится Богу. Божественная литургия, не воскуряется фимиам, не желает Бог принимать от нас. И с трудом восстанавливается храм. Хотя надо признать, что почти везде сегодня, даже в небольших поселочках и деревнях, милостью Божией и трудами благочестивых людей сегодня есть уже церкви. Вот, и благодарение большое нашему владыке, архиепископу Петериму, архиепископу Воркутинскому Сильскому Марку за труды по укреплению православия на нашей земле. Опустошу землю вашу, так что изумятся они враги ваши, поселившиеся на ней. А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои, во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля, и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Тут речь идет о том, что люди должны были давать отдых земле, не насиловать ее, то есть не выжимать из нее последний сок из рек, из лесов, из земли, вот, беречь природу. А от того, что не берегли, то природа как бы заставляя теперь уже сама себя бережет, то есть вот, отдыхает столько, сколько люди не давали ей должное время отдыхать. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует, и споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует. И не будет у вас силы противостоять врагам вашим, и погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших. Мы тут, кстати, должны задуматься о демографической ситуации, что сегодня идет информационная война, то есть враги наши наступают через фильмы, мультфильмы, журналы, интернет, и мы действительно очень слабо им противостоим. И доводят людей до самоубийства, например, какими-то деструктивными играми, заставляют торговать наркотиками, разносить закладки. А мы, потеряв вот истинную веру во многом, не имея вот этого разума духовного, о котором говорит святитель Стефан, мы почти ничего не можем противопоставить. Ну, какие-то ситуативные меры, которые не меняют, конечно, ситуации. Вот. А только сегодня вот, был на совещании, где вроде обсуждалась эта ситуация вот, безопасности в информационной сфере, и тут же в трансляцию врываются хакеры, взламывают, выкладывают туда непристойные картинки и так далее. Вот она, это наша слабость. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, из-за беззакония отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем, и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня. За что и я в ярости шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. Да, вот еще сделаю небольшую вставку, пояснение. Знаете, вот так бывает печально, когда мы, скажем, вот ведем беседы в женской консультации, когда приходят люди верующие. Вот они говорят, я верю в Бога, я знаю, что Он страшен, что Он наказывает и милует, но сделаю по-своему. Вот это вот и есть, когда люди идут против Бога, знают, что Он есть, а все равно совершают грех. Все равно идут на развод,
идут на измену, совершают прерывание беременности, совершают преступления, крадут деньги, творят неправедный суд, берут взятки и так далее, и так далее. Вот это вот все, о чем здесь говорится. Страшные действительно слова, они так и написаны, чтобы встрепенуть нас, чтобы заставить задуматься. Мы приближаемся уже к концу, и тут начинаются строки надежды. «И я вспомню, — говорит Господь, — завет мой с Яковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню. И землю вспомню, тогда как земля оставлена будет ими и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них. И они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, душа их гнушалась постановлениями моими. И тогда как они будут в земле врагов их, я не презрю их, и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я Господь, Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской перед глазами народов, чтобы быть их Богом. Я Господь». Вот так Бог обещает нам и благословение, и проклятие, и мы сами выбираем то или другое, но заканчивается вот эта 26 глава книги Левит нам напоминанием о покаянии. Покаяние. Какие бы ты страшные дела ни наделал, какие бы ты грехи ни совершил, ты можешь повернуться к Богу. Он ждет тебя, как отец блудного сына. И мы должны верить во Христа, что через Христа, через Его жертву, через Его милосердие, через Его бесконечную, неистощимую силу, Он как агнец Божий, всегда едомый, то есть всегда съедаемый и никогда жаждеваемый, никогда не заканчивающийся. Он подает нам Божье милосердие. Поэтому, братья и сестры, поздравляю вас с этой датой столетия Республики Коми, которая уж так назначена, и так мы ее отмечаем. Вот. И призываю задуматься даже не о столетии, а о вечном. Что каждый из нас придет на Божий суд. Ну а здесь, покуда мы на земле живем и трудимся, все, что нам дано, это все испытание наше. Наша семья, наша работа, наша земля, наша республика, наша деятельность – это все наши испытания. Потому что, как говорит Господь, верный в малом и во многом верь, а неверный в малом, неверный во многом. Будем верны в малом в нашей жизни земной, чтобы Господь дал нам свою благодать. То есть то великое, то большое, ради чего мы живем. Ради воскресения, ради царствования со Христом в небесном блаженстве. Господь да будет с вами.